Фильтр на качественное образование в России отныне будет достаточно жестким. Качественная образовательная, научно-исследовательская, международная и финансово-экономическая деятельность, а также трудоустройство студентов и кадровый состав. Это еще не все критерии, которым должен соответствовать эффективный вуз. По итогам прошлого года более 1000 высших учебных заведений были признаны неэффективными. В Северной Осетии таковых не обнаружилось ни в 2014 году, ни в текущем. Я сегодня знаю, что наш вуз остается в списке эффективных. У нас очень хорошие показатели. Идет рост. 34 эксперта. Я с каждым из них общался, с каждым мы из них разговаривали. Я знаю мнение об университете многих из них. Вот было сказано, что у нас достойный классический университет. Подобный мониторинг эффективности вузов возник благодаря кризису в стране и, как следствие, инициативе Министерства финансов о сокращении финансирования сфер образования, культуры и здравоохранения. Программу назвали «Оптимизация сети и численности работников государственных и муниципальных учреждений». Ключевая претензия ведомства – низкая производительность труда. Количество бюджетников за 5 лет снизилось только на 8%, а доля казенных учреждений составляет до 95%. Похожая ситуация будет и в высшем образовании. Минфин поддерживает Минобрнауки в вопросе ликвидации неэффективных вузов. В 2015 году Рособорнадзор проверит более 1000 вузов. Об этом заявил министр Дмитрий Ливанов на апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. По словам Дмитрия Ливанова, министра образования и науки России, вся эта работа уже ведется. Фактически она будет завершена в течение 2015-2016 годов. Все организации высшего образования, которые сейчас вызывают вопросы, станут предметом проверок и соответствующих контрольных мероприятий. По каждому из них будет принят ряд необходимых решений. В результате в стране останется ровно столько вузов, сколько смогут дать качественное образование. Особое внимание будет отведено коммерческим вузам. В течение 5 лет в России закроют почти половину такого рода заведений. Министерство образования объявило о глобальной чистке в сфере негосударственных высших учебных заведений. У людей сложился уже стереотип, что государственные вузы – это эталон образования в нашей стране, но я считаю, что негосударственные вузы дают образование ни капли не хуже, а в каких-то вещах даже много лучше. Государственный вуз, я считаю, не даст такого, что может дать маленький негосударственный вуз. Но ничего не грозит до 150 негосударственных вузов, показавшим отличные результаты во время министерского мониторинга 2014 года. Их, напротив, будут поддерживать, в том числе давая доступ к государственным бюджетным местам. Сильной стороной нашего вуза, как негосударственного вуза, является многолетнее сотрудничество с работодателями, что обеспечивает трудоустройство, практически 100% трудоустройство не только наших выпускников, а это легко проверить, обратившись в государственные службы занятости, да, но и учащихся выпускных курсов. На 4-5 курсе 70% наших студентов уже трудоустроены по специальности. И мне кажется, что это является наиболее значимым показателем эффективности деятельности вуза. Напомним, Министерство образования и науки подготовило программу масштабной реорганизации высших учебных заведений России. В концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, представленной главой ведомства Дмитрием Ливановым на 6-м Петербургском образовательном форуме, предусмотрено сокращение порядка 40% вузов и около 80% филиалов. Как заявил министр, в целом ряде случаев это просто конторы по продаже дипломов, без налаженного учебного процесса, без квалификационного преподавательского состава. Фатима Дзываева, Ангелина Васильева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.